В Кыргызстане очень многих стало. Дават, само понятие дават – это призыв к исламу. Вы понимаете, вот даватчи – это призыв к исламу. То есть это в хорошем смысле слова. Даватчи – это те люди, которые я, например, своему сыну или жена к сыну, или еще кто-то, или вы можете пойти и говорить, вот балам дават кылкойчи деп, то есть это служение исламу, это призыв к исламу, в хорошем смысле слова, это можно в мечетях делать, дома. Но для того, чтобы даватчи сделать, или не обязательно же для этого создавать организацию, вот, типа как табильги джаматы. Это табильги, это с арабского периода, это разъяснение ислама. Джамат – это организация. Зачем дават создавать организацию? Поэтому само табильги джамат, как вы знаете, в очень многом государстве запрещено она. В 2006 году в Таджикистане было запрещено табильги джамат было запрещено. В 2009 году Верховным судом России тоже табильги джамат было запрещено. В 2013 году в Казахстане это было запрещено было. И также и в других государствах, в Узбекистане, во многих государствах запрещено. В Америке, везде запрещено она. У нас она не запрещена. Опять же, вы можете мне вопрос задать, почему, если в других государствах запрещено, почему у нас там или не запрещает, или если там запретили, почему? Это элементарно. Там запретили, они все находятся здесь. Вы знаете, каждым днем, часами, минутами, наверное, их становится очень много становится. Они очень скрытый образ жизни ведут. Они всяческий контакт с прессой избегают. Они всячески пытаются скрыть свой источник финансирования. Откуда финансирование? Она должно быть гласно все. Вот. Если человек идет даватом на 4 месяца, на год идут по Европе, за какие деньги идут, опять же? Вот за какие деньги идут? И потом, вы сами знаете, вот это у нас выходцы с Джайши-Махди, они же оттуда же, с даватчи они были. Вот поэтому я считаю, что, конечно, табильги джамат сейчас бурное обсуждение среди населения идет. Я сам вот ездил по Иссык-Кулю, по Нарыну, по югу республики ездил. Там практически очень многие люди с записками в открытую говорят, вы сделайте что-нибудь с ними. Даватистов, путешествующих по Кыргызстану, контролирует 10-й отдел. По словам полковника Абдраима Салимова, невозможно контролировать 10 тысяч человек. Народ-то обманывает. Зачем? Никакого учета нету. Учет есть, она формальный учет идет. Они же под поле уйдут. Ну пускай уйдет под поле. Для этого мы есть. Для этого есть комитет государственной безопасности есть. Я бы не открыл бы. Знаете почему? Потому что вы не ясновидящий, я тоже не ясновидящий. Я не знаю, под этим одеждой, под этим даватчи, что скрывается, я не знаю. Может, он переодетый экстремист, может, он переодетый террорист. Где гарантия? Кто-нибудь может гарантии дать те люди, которые уезжают куда-нибудь или где-то здесь ходят, что если этот человек завтра что-нибудь сотворит, когда придет кому-либо домой, к вам, мне, может этот человек дать гарантию, что этот человек действительно порядочный? Поэтому я бы, например, не открыл. По роду работы я знаю, что могу определить, потому что я специалист в этом направлении. Могу определить, давать хороший, порядочный человек или непорядочный человек. Я это могу определить. Поэтому я бы не советовал открыть дверь.